сейчас в Тбилиси? Ну, сейчас вяло текущая обстановка. По инерции оппозиция выходит вечером, как на работу они ходят. Но накал страстей, конечно, не такой, как был раньше. Все мало и мало их. И они догадываются, что если так будет продолжаться, то, что они затеяли и какое они получили от своих патронов указания, они не смогут это выполнить. Но с другой стороны, грузинские власти упорно идут к восстановлению конституционного права в Грузии, и чтобы в городе, в частности в Тбилиси, было спокойно, и в других городах, где они активно собирались выходить с маленькими группами и собирались создать впечатление, что вот вся Грузия стоит на дыбы, и вся Грузия против нынешнего правительства и правящей партии. Они призывают разные организации, разные учреждения, что по 10, по 15, по 30 человек, чтобы они восставали во время перемены, допустим, после окончания работы, чтобы они выходили, создавали фонд, как будто все это идет у них по плану. Но, уверяю вас, вот на данный момент, в данной ситуации, в Тбилиси спокойно, и вечером они стараются создать фонд. Но я хочу напомнить, что предшествовало заявлению премьер-министра насчет приостановления переговоров с Евросоюзом. Они потребовали от нас, в первую очередь, чтобы правительство признало эти выборы недействительными. Это раз. Второе, отменить закон об иноагентах и упразднить те законы, акты, которые были приняты правительством против рекламы ЛГБТ. И третий пункт – это отпустить Саакашвили и освободить его. Вот эти три пункта, как ультиматум, было представлено грузинское правительству. И все, наверное, согласятся со мной в Грузии, что никак правительство не могло принять этот ультиматум. И они решили уже самим отказаться от переговоров и приостановить это до 2030 года. Ну хорошо, вот экс-гражданка Франции Саломе Зурабишвили заявила о том, что выборов не было и покидать свой пост она не собирается. Ну и дальше какова перспектива? Она там так и будет сидеть украшением квартала в Тбилиси? Ну, я думаю, что это последний шаг, последний рубеж для оппозиции, чтобы вцепиться сейчас в эту местину, которые потеряют конституционное право, которую власть, она станет уже обыкновенной гражданкой Грузии, но постараются вокруг нее объединиться и создать, допустим, если не правительство в изгнании или президент в изгнании, что-то наподобие того, как мы видели, допустим, с Гуаидо, которого потом объявили, что он единственный избранный лидер страны, и вокруг него объединились. То же самое здесь хотят, потому что других ресурсов у оппозиции сейчас нет. У них нет единой консолидации среди оппозиции. Они разрознены, они не могут найти общий язык, они не могут объяснить людям, почему эту власть надо сменить. Вот в чем суть? В том, что они хотят прийти к власти. Я хочу заметить, что ни одного заявления со стороны оппозиции насчет экономических проблем в Грузии не было. Не было заявления о том, что цены растут с каждым днем. Это не только в Грузии, во всем мире сейчас этот процесс происходит. Там не было вопросов, социальные вопросы они не поднимают. Просто вот так тупо требуют, чтобы власти отказались, нынешнее правительство отказалось от власти и назначили новые выборы, в которых они уверены, что победят и придут в большинство в парламенте, и потом они будут творить то, для чего их сейчас натаскивают. Еще раз повторюсь, что единственная цель – это поменять правительство, поменять власть, прийти к власти и потом уже затеять провокации против России. Со стороны Грузии, с территории Грузии, они должны устроить провокацию на Северном Кавказе. Вот это основная сейчас цель, которая у них есть. Я думаю, что
Конечно, они этого не добьются, но они максимально будут стараться и приложат все усилия к этому. Там же Эстония ввела санкции против политического руководства Грузии, и параллельно я читаю в информационных агентствах, что представители оппозиции призывают Европейский Союз больше санкций и так далее, и так далее. А что у них за патриотизм такой? То есть они вот искренне полагают, что санкции против экономики Грузии на них совсем не скажутся? Они вне как бы экономических процессов в республике. Они об этом не думают. Они сейчас единственное, что движет вот эти нашими оппозиционерами, это чего бы не стоило им поменять власть. То, что здесь будет экономический кризис, и англичане, которые отказались с нами сотрудничать с британцами, они приложат максимум усилия со своими младшими партнерами в Евросоюзе, чтобы поодиночке сейчас создавать нам проблемы. Это что касается лари, что касается макро- и микроэкономики. Но мы же знаем, что лари это перекрашенный доллар. И они свободно, исходя из того, что у них свои банки здесь, которые называются грузинскими, но они, конечно, далеко не грузинские банки, там западный капитал, они постараются вот обвалить курс валюты, вызвать экономический хаос, поднимутся цены и рассчитывать на то, что уже большие массы населения включатся в антиправительственные выступления, исходя из того, что будет экономический кризис и народ потребует от правительства принять какие-то меры. Я думаю, это мое мнение, что сейчас вот в данный момент, исходя из этого, грузинская мечта более активно должна работать с соседями, более активно должна работать с международными организациями, где нас ждут. Мы это не раз повторяли об этом. Мамука Пипя, наш секретарь по внешним вопросам, не раз об этом говорил. Мы тоже говорим, что мы опаздываем. Я вот этого всего больше боюсь, потому что последний рычаг, который они будут использовать, это финансовый обвал, финансов Грузии. И вот этим нагнетание ситуации. А потом, как вы сказали, они не смотрят, что под это могут и попасть их семьи. Извините, но от шальной пули никто не защищен. Об этом не думают, потому что у них есть цель, и они вот так тупо идут к этой цели и не делают выводов. И никаких размышлений у них нет, что потом будет. Потом, может быть, они даже не смогут остаться в Грузии, если вот до такой степени они дают ситуацию. И гражданская война, которая разрушит эту страну. У нас сейчас очень шаткая ситуация, и не дай бог здесь гражданское противостояние, мы это не выдержим. И что самое главное, они надеются на молодых. Они все через несколько часов покинут Грузию. У них и деньги есть на Западе, и недвижимость. Они сядут в своих машинах и покинут Грузию. Но оставят молодых ребят, оставят тех, у которых ничего нет, кроме надежды, которые Запад им давал в течение 30 лет. И вот они сейчас оказались, что практически за 30 лет их обманывали. Обманывали и говорили то, что никогда в Грузии не светило. Извините меня за такое выражение. Это был обман с 92 года. Нас обманывали. А наши власти сейчас вот в этом плане, в экономическом плане, время не работает на правительство. Время работает сейчас на них, но я надеюсь, я уверен, что со следующего года наше правительство и руководство примет очень серьезные шаги для того, чтобы найти запасной аэродром и обеспечить наше население и теплом, и валютой, и продуктами, чтобы не создать экономический хаос. Вот я в этом уверен, хочу надеяться и призываю власти Грузии, что работать в это направление. А то, что они вот насильственным путем сменят власть, это практически сегодня уже исключено. И последнее, что хочу спросить, в Грузии с этой точки зрения удивительная, конечно, совершенно получилась ситуация. Президент страны замечательный в прошлом футболист, чемпион России 1995 года. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, легендарнейший футболист.
Кто еще из звезд грузинского футбола теперь пойдет в политику? Посмотрим, посмотрим. У нас есть большие футболисты, легендарные футболисты. Если кто-то захочет пойти в политику, Бог помощь об этом. Если человек будет делать, если будет человек работать и трудиться на благо своей страны, я напомню, буквально секунду я хочу. Шеварднадзе закончил техникум, он был фельдшером, когда начал свою политическую карьеру. И он за 30 ему было, когда он заочно окончил исторический факультет Кутайского университета. Он уже был комсомольским вожаком, по-моему, первым, вторым секретарем комсомольского обкома комсомола или горкома. Исходя из этого, что я хочу сказать? Даже такой великий политик, которым грузины хвастались, он не имел того образования, которое могла ему вот дать такую фору, потому что рядом с ними были академики, которые начинали вместе с ним политическую партийную карьеру. Так что образование, диплом, между нами говоря, Кавелашвили мог свободно лет 10-15 тому назад за $1000 купить диплом, и этот диплом был бы у него в кармане, и он сейчас не заморачивался бы. Но зачем покупать то, чего нет? И зачем обманывать? Он честно сказал, у меня нет диплома, и он работает. Он работает, и многие в Грузии в начале 20-х, 30-х годов, то, что без диплома. Люди считать не умели и нормально писать. Но они построили советскую Грузию и построили такую Грузию, которую до сих пор не могут эти наши западные молодчики Алана Далеса разрушить. Так что насчет его диплома пусть не заморачиваются. Согласен абсолютно. Спасибо огромнейшее за включение к нам в эфир сегодня на телеканале Соловьев Лайв. Председатель грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгентин. На прямой связи с нашей студией мы, безусловно, продолжим следить за тем, что происходит в Тбилиси.